Таврический национальный университет отметил окончание первого этапа вступительной кампании – набор бюджетников. По результатам упрощенной системы на первый курс уже зачислены 200 студентов. Впереди еще вступительные для тех, кто будет учиться на коммерческой основе. В ВУЗе заявляют, они уже доказали свою жизнеспособность и прогнозируют, 1 сентября в аудитории зайдут 600 студентов. Под аккомпанемент крымско-татарских мелодий в центре Киева отметили окончание первого этапа вступительной кампании в ТНУ. Еще в июне было непонятно, есть ли деньги на работу вуза переселенца. Абитуриенты узнали о вступительной кампании лишь за 2 недели до ее начала, а сегодня здесь уже подводят итоги приема на бюджетные места. Мы набрали по итогам вступительной кампании в совокупности около 200 человек только на первый курс. Это через набор, через экзамены, коммерческий набор. У нас на некоторые специальности был конкурс по 3 человека на место. У нас подали 30 человек нам заявление не крымчан, а, например, других донбасских вузов. Университету удалось возобновить работу 12 факультетов, среди них философский. Его возглавит крымчанин профессор Александр Горбань. Мы свою нишу займем. Даже в городе Киеве, в столице Украины. У нас будет своя ниша. Мы ее продумаем сейчас, эту концепцию. Это будет не чистая философия, не чистая культурология. Возможно, будут какие-то крымские контексты, культурологические, этнические, политологические и так дальше. 1,5 года назад он покинул Крым, работал в столичных вузах, но крымскому отказать не смог. Это вот здесь, это в сердце, понимаете, когда ты находишь частичку Крыма в Киеве, то уже это как вырвать свое сердце. Я готов бросить все и быть здесь, просто по призванию души. Виктория Мельниченко поступила на факультет иностранной филологии. Она из Херсона, но Крымский университет ей показался интереснее других. Про цей вуз я дізналась, в принципі, не так давно, майже перед вступом. Дізналась те, що вони приїхали з Сімферополя. Дуже цікаво, і я вирішила спробувати подати документи. Про цей вуз знаю дуже мало чого, але факультети самі мені сподобались, і відгуки також. Не обошлось и без неприятных сюрпризов. Неделю назад Министерство образования в 10 раз сократило бюджетную квоту для тех, кто готов перевестись в ТНУ с оккупированной территории. И, на мой взгляд, это неправильно. Это большая политическая ошибка, потому что то, что здесь сейчас происходит, то, что начали работать здесь эти вузы, это не просто символ того, что Крым и Донбасс украинские. Это в том числе здесь должны родиться и студенческие, и преподавательские коллективы, которые потом, возвращаясь в Крым и на Донбасс, возьмут на себя основную тяжесть работы по исправлению всего того, что там творят сегодня оккупанты. Но даже в таких условиях университет состоялся, утверждает ректор Владимир Казарин. Сейчас идет набор на коммерческую основу, и по его прогнозам 1 сентября в ТНУ будет 600 студентов. Набор студентов останавливаться не будет, и к весне здесь ожидают около 2000 человек. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.